Добрый вечер. В прямом эфире программа «Новости» в студии Сайхан Цинцаеви. Сегодня в выпуске. Свежий воздух и горные пейзажи. Рамзан Кадыров провел экскурсию для спортсменов. Куклы как предмет воспитания. Мелгазни, она вот достойная чеченская девушка. Это Винкс. Вседозволенность, разврат, там всякие вот это продолжает. Возможно, скоро у чеченских детей появятся игрушки, соответствующие религии и менталитету. Кто прошел важный экзамен мастеров в кожаной перчатке? Победители сегодняшнего первенства республики по боксу теперь уже переходят на следующую ступень своей спортивной карьеры. Сегодня определились победители первенства республики по боксу среди юниоров. Рамзан Кадыров провел экскурсию для спортсменов по горам Чечни вместе с известными бойцами по смешанным единоборствам, которые проводят тренировочные сборы в РСК Ахмат. Они побывали в селе Ведучи, доехали почти до границы с Грузией. Особенно впечатлил всех вид горы Тембулосмна. В народе она более известна как Тулой-Лам. Это наивысшая гора Восточного Кавказа, высочайшая точка Чечни. Ее вершины вечно покрыты снегами. Захватывающий дух горный пейзаж настолько поразил Рамзана Кадырова, что он не удержался и, вооружившись видеокамерой, стал делать съемки. مخز بو ويدي موك الحمد لله دال خاصنا معي هوقع لودو أرق دوغي عدوان باتر يو هوقع جوري يو أخي يو إشت بو ويدي موك. Кавказское гостеприимство не позволило главе Чечни оставить своих друзей без обеда. Спортсмены смогли не только оценить прекрасные горные пейзажи, но и отведать шашлыки. Рамзан Кадыров показал гостям и исторические памятники. Он проверил, как поставлена работа по охране окружающей среды, в каком состоянии находятся средневековые и жилые сторожевые башни. Война нанесла этим комплексам огромный ущерб. От разрыва бомб и снарядов пострадали башни, которые были известны всему миру. В настоящее время ведется работа по их реставрации, а некоторые вовсе приходится отстраивать заново по старым фотографиям. Здесь же глава Чечни сделал поручение руководителям соответствующих ведомств приложить все усилия, чтобы сохранить флору и фауну горной местности. УСБ выявляет сотрудников полиции, недобросовестно выполняющих свою работу. По поручению Рамзана Кадырова сотрудниками управления собственной безопасности проводятся внеплановые рейдовые мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и укрепление служебной дисциплины. В первую очередь проверяются посты ГИБДД, опорные пункты, а также городские и районные отделы полиции. У полицейских проверяют служебные удостоверения, спецпропуска, табельное оружие, наличие на них страховочных ремней, а также командировочные удостоверения. Аналогичные рейды прошли в Веденском и Шалинском районах, а также в некоторых опорных пунктах полиции Грозного. В Курчалое начальник УСБ Адам Хаджи Арсалиев встретился с руководителем РОВД, а затем провел совещание с его личным составом. Обращаясь к полицейским, Арсалиев отметил, что не должно быть фактов потери и передачи табельного оружия гражданским лицам. Это может стать поводом для возбуждения уголовных дел. Вы знаете, какие требования у главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Мы, как сотрудники, должны быть примером для всех. Поэтому я вас предупреждаю, если данный сотрудник должен находиться у себя в подразделении или где-то он задействован, если тот сотрудник окажется в городе Грозном или в другом районе, значит, этот сотрудник будет доставлен в управление собственной безопасности, в отношении него будут проводиться все соответствующие мероприятия. Будут проводиться служебные проверки, вплоть до увольнения. Имейте в виду, руководитель по направлению. Не то, что там один сотрудник будет наказан. Значит, непосредственно ее руководитель, если уголовный розыск, если МОП по направлению. Так что имейте в виду и не подводите своих руководителей. Значит, меры будут приниматься жесткие. 3 человека погибли, 27 ранен. Только в январе на дорогах республики произошло 17 аварий. Эти данные озвучили лихачам в центральном офисе ГИБДД, где прошла встреча руководства ведомства и КАДИ района с нарушителями правил дорожного движения. Инспекторы объяснили водителям, чем чревата быстрая езда. По словам старшего госавтоинспектора, такие встречи положительно влияют на автовладельцев. В будущем мы обязательно будем также проводить эти мероприятия, выезжать будем на линию, будем встречаться с водителями прямо на дороге.
И к другим темам. История в куклах. Возможно, в скором времени дети смогут поближе познакомиться с известными народными героями и героинями. Мелхазни, Дади, Айбика, Джигит. В аппарате уполномоченного по правам ребенка предложили производить специальные куклы для нашего региона. Планируется, что новые игрушки будут соответствовать нашему менталитету. Подробности нового проекта в репортаже Луизы Батыжевой. Мультфильмы смотрят и любят все дети. Телевидение еще на подсознательном уровне влияет на детскую неокрепшую психику. Современная реклама буквально штампует мультяшных героев – Бэтменов, Барби, Скруджа, Шреков и прочих красавиц и чудовищ. У Джамбулата таких любимых героев много. Самый популярный – Человек-паук. Я бы хотела быть как Человек-паук. Почему? Потому что умеет лазить по стенам, летает с паутиной. Героев из фильмов детских тоже хорошо уходят. Какие? Капитан Америка, Человек-паук, Железный человек. В наше время на прилавках магазинов можно увидеть много красивых игрушек, но не все из них несут тепло души, говорят психологи. Игрушки для детей до определенного возраста живые. Они с ними общаются, кормят, укладывают спать и радуются вместе с ними. Психологи утверждают, что игрушка должна быть невыдуманной. Ее образ должен быть в природе. Допустим, если это волк, то волк, если заяц, то заяц, но не трансформер. Образы совершенно сверхъестественные, ненормальные, они бывают даже агрессивны по звучанию и по своей форме. Это тоже носит такой разрушающий компонент на психику ребенка. Поэтому, естественно, родители должны в какой-то мере смотреть, понимать, что смотрит их ребенок. Мне нравятся Барби, Монстр Хай. Еще мне Мокси нравится. Я хочу быть похожей на них. Когда девочка играет с куклой, она непроизвольно копирует свою любимицу. Ее поведение – стиль одежды. Но Барби не может быть примером для подражания, считает уполномоченный по правам ребенка в Чечне Хамзат Хирахматов. Кукла – самая древняя и наиболее популярная игрушка, которая может научить малышей определять, что есть хорошо, а что плохо, и как себя вести не стоит. Поэтому эта игрушка должна нести национальный колорит. Именно такие куклы, по задумке духовенства республики, должны производить в нашей республике. Еще с 2008 года подумал над этим проектом. И очень с многими я посоветовался. Какое воспитание может дать вот эта маска для наших детей примерно? Могут заменить вот эти полки нашими куклами, допустим. Мы можем создать... У нас есть такие персонажи, которые вот творили добро против Винкса, наша Мелхазни, против вот этих Бэтменов, каких-то там Человеков-пауков, наш, вот, допустим, Джигит, или там Абрек Зелимхан. Мелхазни, Дади Айбика, Джигит являются олицетворением добра, чести и достоинства. Они часть чеченской культуры. Такие куклы сохраняют самобытность и характерные черты народа. В этом главная ценность традиционной народной куклы, считает Хирахматов. Если наши дети вот увидят бурку и плащ Бэтмена, они сразу, к сожалению, будут выбирать плащ Бэтмена, потому что они не знают, не ведают ничто, что означает нам верта. Это, можно сказать, вот, почти самое святое верта папаха наших вот предков был. Поэтому это все надо объяснять нашим детям через вот этих кукольных персонажей. Если проект автора одобрят, на уровне правительства игрушки начнут производить на московской фабрике. Образы создает художница Марьям Дикаева. Главное для нее уловить в каждом персонаже национальный колорит. Каждая кукла должна быть узнаваема. Когда я рисую Джигита, мне сразу вот мужество, стойкость, во всем он может помочь, вот, за любовью там стоять горой, вот такое у меня ощущение бывает, когда я его рисую. Национальные куклы по-настоящему будут популярными, если они станут героями мультфильмов. Только тогда маленький Джамбулат захочет стать Джигитом, а не Человеком-пауком. Луиза Батыжева, Халид Маусаев, Джамлейл Хаджалиев. Новости. Лизан Исакова страдает редким заболеванием несахарный диабет. При правильном лечении такие пациенты могут сохранять трудоспособность на протяжении всей жизни. Однако героиня нашего сюжета утверждает, что фармацевты в сговоре с медиками хотят лишить ее жизненных сил. Тему продолжит наш корреспондент.
В своей маленькой квартирке в городке Маяковского Лизан Исакова лежит уже несколько месяцев. Женщина говорит, что она перенесла 2 инсульта, в результате чего левую сторону тела парализовала. По ее словам, помимо этого она страдает от онкологии, межпозвоночной грыжи и несахарного диабета. Женщина жалуется на то, что медики отказывают ей в помощи. Я не в состоянии приобретать. У меня 4000 пенсия, потому что на нас двоих пенсии не хватает. Я по этому поводу обращалась, и на усиление группы обращалась, и на выдачу лекарств, и Минздрав, и во все органы структуры, да, муниципальное образование. Везде меня игнорируют. Лизан состоит на учете в 3-й поликлинике Грозного с ноября 2012 года. С ней лично и ее заболеванием здесь хорошо знакомы. Врачи говорят, что женщину полностью обследовали и назначили адекватное лечение. По всем ее жалобам эта больная была обследована. На обследование мы возили ее в разные учреждения, а лечилась она у нас. Потом у нас в отделении в неврологии, кардиологии. Также она получала лечение в госпитале ветеранов войны по ее желанию. Однако заключением специалистов Лизан осталась недовольна. Усомнившись в компетентности врачей, женщина сама диагностировала у себя еще целый букет болезней. В 2013 году больная была направлена на очередное переосвидетельствование в Бюро медико-социальной экспертизы, где ей была определена 3-я группа инвалидности. Она нас обвинила в том, что мы ей не дали те диагнозы, вот как она утверждает, что у нее нарушение, что она в кому впадает, что у нее нарушение мозгового кровообращения, что у нее онкология, да, вот как она утверждает, вообще канцерофобия у нее на самом деле есть. Она настаивала на том, чтобы мы это указали, но врач участковый написал то, как есть. Впрочем, недовольство у Лизана вызывает не только диагноз. Я хотела бы, чтобы мне лекарства выдавали своевременно, необходимые, и обезболивающие, и по основному диагнозу. И те, которые адекватно на меня действуют, а не заменяющие, которые я не могу, не в состоянии принимать. И чтобы мне своевременно медицинскую помощь оказывали. Лизан утверждает, что вместо препарата Минерин, прописанного в рецепте, в аптеке ей предложили заменяющий аналог Вазомерин. В итоге она была вынуждена отказаться от сомнительного, на ее взгляд, лекарства. Те препараты, заменяющие, которые они вам предлагают, которые вы не берете, если их принимать, что будет? Будут плачевные последствия. Если не сердце откажет, так меня в кому неоднократно вводили из-за приема этих неадекватных лекарств без моего ведома. Слова женщины вызвали недоумение в самой аптеке. Ежемесячно ей выписывают феназепам, медокалм, фенибут, кетарол в таблетках и обязательно у нее Минерин. Единственное, 1 раз не было поступления Минерина вообще по республике, вообще Минздрав не закупил, был закуплен Вазомерин, спрей в нос. Она от него отказалась, сказала, что он ей не подходит, ей нужен именно Минерин. По мере поступления ее рецептов мы стараемся обслужить ее, она получает Минерин. Все. Единственное, у нас проблема с Исаковой, что она вовремя не приносит в аптеку рецепты. Приходится добиваться, звонить. Медики и фармацевты заверяют, что они готовы оказать всяческую помощь Лизане, лишь бы женщина перестала сама придумывать диагнозы и выписывать рецепты. Дагмара Касаева, Лиза Чапаханова, новости. Творчество, посвященное одной теме. Уроженка Грозного Валентина Рогожина 15 лет назад уехала из республики, однако самые лучшие годы своей жизни она связывает с чеченской столицей. Свою любовь к республике она излагает в стихотворных строках. На счету поэтессы более 600 произведений, все они о Чечне, рассказывает Елизавета Чапханова. Она уехала из Грозного более 10 лет назад, но город детства навсегда остался в сердце. Чечне Валентина Рогожина посвятила сотни произведений. Среди них стихи, рассказы и поучительные притчи. Каждый штрих моей прожитой жизни я старалась запечатлеть именно в стихах. Почему? Потому что я считаю, что Бог дал мне это творчество свое развивать, и я с дорогой душой это все развивала. Для гостей из Краснодарского края организовали творческий вечер. В дружеской атмосфере звучали песни и стихи о самом дорогом на свете – любви и родине. Она здесь родилась, а детские воспоминания, они все-таки сильнее, и вот эта тоска по родине, она, наверное, не дает ей покоя.
Всю свою жизнь Валентина посвятила помощи людям. Со студенческой скамьи прямиком в больницу работать акушеркой. Она не покинула город детства и во время чеченской кампании. На операционном столе спасала жизни. За это в 2004-м была награждена почетными орденами. А в свободные минутки скорее за перо. События и люди – вдохновение для женщины. С тобой прошли все тяготы войны. С тобой встречали вместе лихолетия. Мы живы, город, живы, спасены. Смотри, как радуются наши дети. Встаешь тихонько, милый, из руин, как неокрепший, раненый товарищ. Ты не один, мой город, не один. Ничем любовь народа не отравишь. За время визита в Грозный Валентина написала несколько стихотворений. Они выйдут в сборник, который совсем скоро смогут увидеть на полках книжных магазинов жителей Чечни. Елизавета Чепханова, Султан Умаров, Дани Хавхаров. Новости. В конце января отмечается День студента. Это один из немногих праздников, который зачастую забывается самими виновниками торжества. В самом разгаре учебная сессия, поэтому студентам не до праздника. Но Фатима Магомшарипова все же поздравила их. Берите билет. Профессор, можно еще? Пожалуйста. Зачеты, билеты, экзаменационные вопросы. Через эти испытания проходили все студенты. Неважно, учитесь вы очно или заочно, поблажек не будет никому. Правда, сегодня мы поговорим о тех, кто не всегда успевает сидеть за партой. В январе на защиту своих знаний обычно выходят студенты заочной формы обучения. Студенческая жизнь полна сюрпризов. Казусы бывают в жизни каждого. Не всегда приятно вспоминать, как вы стоите у доски и забываете все, что учили предыдущей ночью. Пожалуй, эти же ответы хорошо помнят и сами преподаватели. За изобретение ставлю 5, а по предмету неуд. Сегодня свой профессиональный день отмечают студенты всех вузов и СУЗов страны. Его по праву можно считать праздником тех, кто так или иначе причастен к учебному процессу. О Всемирном дне студента некоторые виновники торжества забывают, увлекшись учебой. Другие же, наоборот, с энтузиазмом поздравляют коллег и желают успехов в сдаче сессии. Чтобы все студенты учились хорошо, чтобы без проблем сдавали экзамены, зачеты, чтобы преподы были добрыми, отзывчивыми, чтобы шли навстречу студентам. Чтобы сдать все экзамены и зачеты в срок и потом не бегать. Ислам Чалдаев учится на факультете актерского мастерства. В родном ЧГУ он почти знаменитость. Пишет и декламирует свои стихи в основном на родном языке. Чего же точно не написано ни в какой книге, так это то, как лучше себя вести студенту и каково его главное предназначение. Ислам же считает, что самое важное для студента – это… Сегодня сессия заочников подошла к середине. Дальше их ждут бессонные ночи, подготовка к экзаменам. Однако, преодолев очередной барьер на пути к знаниям, они будут с ностальгией вспоминать свои дружеские посиделки и ждать очередную сессию. Ну а в начале февраля на учебу выйдут студенты очной формы обучения. Остается только пожелать им всем удачи. Фатима Магомшарипова, Тамир Хаджиев, Султан Умаров и Зелим Закаев. Новости. А теперь новости спорта. Накануне вечером футбольный клуб «Терек», находясь на учебных сборах в турецкой Анталии, провел тренировочный матч с венгерским «Холодашем». Грозницы еще до перерыва могли создать отрыв в виде забитых голов. Однако 6 угловых за первые 15 минут не принесли плоды. Алтен также имел 3 голевых момента, но и эти шансы были упущены. В итоге за 2 тайма чеченский клуб пропускает 2 мяча, хотя в прошлом году аналогичный матч завершился со счетом 5-0 в пользу «Терека». Уже 26 января клуб сыграет с хорватским «Сплитом». В Аргуне завершились финальные бои первенства республики по боксу среди юниоров. Мастера кожаные перчатки выкладывались изо всех сил, чтобы завоевать победу на важном состязании. Однако победили только сильнейшие. Имена призеров знает наш корреспондент.
На первенстве республики по боксу 16-летний Салават Баталов, воспитанник спортклуба «Ахмат» из Урус-Мартана, участвует не в первый раз. 2 раза в прошлых годах он уже становился его победителем в своем весе. На этот раз молодой боксер также дошел до финала. Он и его тренер надеются на победу и в этот раз. Боксер призер Популярность бокса в регионе растет. Финальные бои сегодня собрали в 2 раза больше зрителей, чем год назад. На финал выставлено 26 боксеров в 13 весовых категориях. Судейский корпус состоит из специалистов международного уровня и мастеров спорта Советского Союза. Такие ровные, сложные бои с первого дня. Все судьи со всех районов. Так что мы довольны судейством и думаем, что отбираем лучшую команду на СКФО. Бои проводятся для юниоров 3 раунда по 2 минуты. После финальной победы в каждом весе боксеров награждают медалями и грамотами. Благодаря Рамзану Ахматовичу Кадырову у нас развивается бокс. С каждым годом все лучше и лучше. Результаты. Здесь вы видите, бойцы как дерутся. Также сборы все проходят, все соревнования. Условия идеальные, полностью экипировка боксеров, начиная от боксерок, перчатки, маски, бинты, скакалки. Все предоставляет клуб «Ахмат». Салават Баталов встретился в финале с соперником из Гудермеса. С первых же минут молодой боец доказывает свое преимущество в технике и выносливости. В итоге, после 3 раундов, заслуженный вердикт судей – победа. Все участники первенства – воспитанники спортклуба «Ахмат» и детско-юношеских спортивных школ региона. Проведение региональных первенств по боксу – обязательное условие сотрудничества с Федерацией бокса России в Москве. Победители сегодняшнего первенства республики по боксу теперь уже переходят на следующую ступень своей спортивной карьеры. Свои способности и силу воли мастерам кожаной перчатки предстоит показать уже в Махачкале на чемпионате СКФО 16 февраля. Адлан Дудаев, Султан Умаров, Джамлай Хаджалиев. Новости. Древний олимпийский вид спорта панкратион популярен и в наши дни. В Шатое состоялся республиканский турнир, который собрал более 100 спортсменов. Ожидается, что теперь он станет ежегодным. На месте побывал и Хамзат Аюбов. За небольшую, всего 2-летнюю карьеру Олег Адашев уже успел выступить более чем в 5 разных видах единоборств. О боевом самбо, рукопашном бое и грэпплинге спортсмен знает не понаслышке. Но сегодня он защищает честь родного клуба на турнире по панкратиону. Соперник Дикхальвер, Дик nicht Boschol, durch welche опытный was, но Истандел, nicht aus seiner Band, nicht выиграть, also бой. Республиканский турнир по панкратиону проходит в Шатое впервые. Его посвятили памяти героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Все поединки завершатся в один день. Организаторы администрации района и бойцовский клуб Шатой обещают сделать эти соревнования ежегодными. Работаем совместно со всеми бойцовскими клубами нашей республики и стараемся вовлекать все больше детей. У нас есть дети, у которых есть будущее, я в этом не сомневаюсь. Судейство на высшем уровне Юал Мегардош. Дик судейство, изосидитин пока цауас давамова. Чо дик уровеню, массер характерю, человек дик лечуча. За звание чемпиона борются более 100 участников от 8 до 17 лет. По окончанию соревнований всех призеров наградят медалями и кубками, а победителей будут рассматривать в качестве претендентов на участие в чемпионате республики. Хамзат Аюбов, Мурат Эльбукаев, Ибрагим Джамалдаев, Тимур Саратов. Новости. На этом у меня все. Мы будем держать вас в курсе событий. Оставайтесь на телеканале Грозный.